Полетели одуванчики, разлетелись кто куда. В бирюзовом небе растворились, там, где звезды, солнце и луна. Вот летят одуванчики высоко, высоко. Вот летят одуванчики в облаках высоко. Вот летят одуванчики высоко, над нами высоко. Вот летят одуванчики в облаках, над нами высоко. Высоко, над нами высоко. В облаках, над нами высоко. Сначала дома ленился, надоело, а потом на крылечке ленился, наскучило. А теперь на старой телеге ленюсь. Хорошо весной, ленись где хочешь, а зимой только на печке можно, и оттуда гонят. Мало того, хотят, чтоб я мышей ловил. А как мышку поймаешь? Она же на месте не сидит. То ли дело сметана. Сидит в кувшинчике, никуда прятаться не может. Так что мое главное правило. Спи, малахай, отдыхай, не спеши. Ой. Пугало. Если вдруг цыпленок забежит, я цап его. А если два забегут, я цап одного, цап другого. А если три забегут? Мяу, мяу, мяу. Фу, ты кого испугалась? Кота малахая. Этот вот лежит, не проснется даже. А если даже и проснется, как стукну палкой, удерет во все лопатки. А если 4 забегут? Эй, кто-нибудь видел этого бестолкового кота? Где же искать? Близко или далеко? Что он там бормочет? Это, кажется, брат Кукареку. Эй, ты что там про миску молока сказал, да? Близко или далеко? Вот что я сказал. А, понятно, значит, нет для киски молока. А что ты ищешь? Сказал бы тебе, малахай, даже в товарищи взял бы. Но только вот... Кто только? Да только вот ты больно лукав да ленив. Что? Мяу. Я лукавый? Я ленивый?
наш ровесник. То-то и оно, что знаю. Ладно, Малахай, скажу тебе. Я ищу клад. Клад? Кучу злата серебра? Нет там злата серебра. А что есть тогда? Ручная мельница. Это который муку мелют? Ты же знаешь, ровесник, от муки я чихать начинаю. Так чихаю, что уши могут отвалиться. Ладно, я пойду, ты меня не задерживай. А меня хозяйка отправила с поручением. Малахай, Чего еще? мельница-то волшебная. Чего попросишь, того и намелит. Да? Скажешь чак-чак, посыплется чак-чак. Скажешь костовы, выкатятся костовы. А если сливки? Скажешь сливки, крути ручку. Сливки так и польются. Это хорошо. От сливок у меня уши не отвалятся. Эх, кот Малахай, иди другу помогай. А скажи, откуда такая мельница? Говорят, ею мой прадед владел 100 лет назад, а может и 200. Жил-добыл в нашем ауле человек по имени Юмарт. Что значит щедрый? Целыми днями мечтал, как разбогатеет и позовет в гости весь аул. А пока Юмарт был самым бедным в округе, дом его покосился, а внутри темно и пусто, только тараканы бегают. Даже путники, которые шли мимо, в окошко не стучались, ночевать не просились, искали дома побогаче. Но однажды заглянул к нему путник, попросился переночевать. Была в доме одна единственная картофелина. Юмарт ее в зале испек, надвое разломил и обе половинки старику подал, а потом еще сплясал для него, хотя в тесной избушке места для пляски маловато. Утром старик сказал: «Спасибо тебе, Юмарт, гостя ты принял хорошо, от всего сердца. Я тоже хочу отблагодарить тебя». И он достал из мешка медную мельницу с деревянной ручкой. Эту мельницу я несу от самой Бухары. Это не простая мельница, а волшебная. Чего не попросишь, тут же намелит. А еще мельница песню споет. А зачем мне поющая мельница? Я дома живу, телевизор смотрю. Это ты вот в курятнике без телевизора. Давай мельницу поделим так. Итак, тебе песни, сказки, а мне сливки и беляши. И мне тоже! Здравствуйте! Ступай отсюда, желторотый! Совсем я не желторотый. Хоть на спинке желтый пух, не цыпленок, я петух. Это мой племянник. Да? Зовут Булат. Булат стихи
молодой поэт. И что же ты, племянник, у мельницы попросишь? Мне воздушный шарик! Зачем? Затем, что путешествовать надо вверх. На земле я уже 2 раза заблудился, а на шаре я поднимусь высоко-высоко, увижу весь Саул. А если еще выше поднимусь, увижу 9 гор, озеро Манай. А если до Луны долечу, увижу всю землю. Ой, белины я объелся. А разве плохо свою землю увидеть? О, польза от воздушного шарика все же есть, Малахай. Сверху всегда можно увидеть. Ой. Скажем, захочет подкрасться к аулу лиса Цап-Царап. Слышали? На школьной улице она опять цыпленка утащила. Ну берегись, лиса! Ладно, Влад, берем тебя искать мельницу. Сделаем так. Мы с племянником будем искать в дальнем конце огорода. А ты, Малахай, ищи здесь. Ой, ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Далеко ли, близко? Далеко ли, близко, а? Ой, ой, ну что-то мне надоело эту мельницу искать. Так ведь можно искать целый год, или 10, или 100. Нет, Малахай, спи, отдыхай. Ой. Ой, а что вы тут ищете? Не твое дело, волшебную мельницу. Это которая все желания исполняет. А разве ее ищет лежа на боку? Ищу как положено. Сначала искал на правом боку, а теперь на левом буду искать. Но нет, ее так не ищут. Так, раз это мельница, значит, она должна пахнуть мукой. Не смей мою мельницу искать. Ой, я нашел! Я нашел мельницу! Нашел! Мельницу нашел, а я Старый мельницу нашел. кумган нашел! Старый кумган? Старый кумган. Я нашел! Нашел мельницу! Нашел! Ой. Мяу! Старый сапог нашел! Ой, это точно не мельница. Все равно я найду мельницу. Нашел! Нашел! Я мельницу нашел! Не смей мою мельницу нюхать! Я мельницу нашел! Никому не куда, это я нашел! Я нашел! Ага, это моя! Это я! Ходишь, вынюхиваешь! Ты нашел! Я нашел! Смотрите, смотрите, это же Алтын-Таран, золотой гребень. То ли она потерялась, то ли ее спрятали, но мы ее нашли. И теперь она послужит всем нам. Как это всем? Всем? Какая уже это мельница? Стихами, пожалуй, не получится, но спеть всегда смогу. Был прадед мой известен в наших краях, он всегда побеждал в петушиных боях. У него были острые шпоры, золотые на крыльях узоры. Завещал он волшебную
горло прочищу, я, пожалуй, попрошу очки от куриной слепоты. А ты, Малахай? Потом скажу. Мне воздушный шарик! Ой. А мне что-нибудь вкусненького и много. Что такое творится, а? Грабеж это! Одному очки, а и какие-то шарики. А мне что? Костыбая, а мне сметану. Все заберут, ничего не оставят. Ох, бедная мельница, в какие руки ты попала? Какие? Жадные, загребущие. Сколько лет под телегой лежала, ах, без света белого не видела. А теперь, ох, несчастная мельница. Так что мы сразу дай это, дай то. Ого. Не позволю. Есть правда в твоих словах, Малахай. Нехорошо мы поступаем. Так, Мельница наш гость. Сначала она должна отдохнуть. правильно. Надо оказать ей уважение, принять ее. Пусть отдыхает. Отдыхай, мельница. Отдыхай. Ну что ж, так и будем сидеть. Я кот занятой. Так, давайте оставим мельницу до вечера. Пусть отдыхает. Нельзя оставлять мельницу одну. Почему? Украдут. А на нашей улице воров нету. А лиса? Лиса! А давайте считаться, кто за кем будет охранять нашу мельницу. Давайте. Шла собака через мост. 4 лапы, 5-й хвост. Ты первый, дядюшка Кикриков. Я первый. Да. Я второй. Ура! А я 3-й приду. И опять последний. Я стерегу. Я начеку. Я стерегу. Что же делать? Как же быть? Уже полдень, а петух не кукарекает. Останется без полудня. Наверное, спит где-нибудь. Гоните его из курятника. Какой? Кто? Зачем? Прозевал. Бегу. Нет. Украдут ее. Постой-ка. Тень от телеги. Она же длинная. 1, 2, 3, 4. 4. Когда будет 3, тогда и прокукарекаю. Это кто-то со мной шутки шутит. Ну и шутки, глупые шутки. И каким противным голосом. Дядюшка Кикрикук! Дядюшка Кикрикук! Теперь моя очередь сторожить волшебную мельницу. А ты не боишься? Нет, дядюшка Кикрикук, раз
объявились. Хорошо, дядечка Кикарекук. Ладно, я пойду. Надо еще полдень прокукарекать. Иди, кукарекуй. Я ужасный разбойник. Я грозный башкисер. Я ем курятину. Я люблю яичницу. Ой, какой я ужасный. Даже сам себя боюсь. Уйди прочь. Еще чего? Убирайся вон отсюда, а не то придется худо. Ай, мой глаз, мой глаз. Трус, убежал, трус. Недозрелый одуванчик, я здесь. Где пост? Готов принять. А я, Булат, между прочим, тоже стихи сочинил. Рассказать? Читай! Я лучший на свете сторож. Быстрее всех бегаю, громче всех лаю. Меня не запугать. Буду стоять на посту. Ну как? Ты, Юлай, не стихи читай, а смотри в оба. Тут всякие разбойники ходят, башкисеры тут всякие. Я одного в глаз клюнул, если увидишь кого-то кривого, разорву. Да, видишь, я сам любого напугаю. Я громче всех лаю, быстрее всех бегаю. Слушай, а может быть с тобой остаться мне тоже? Булатик, домой. Слышишь, мама тебя зовет, иди домой. Хорошо, если что, ты меня позови, ладно? Позову, ага. А стихи надо чуть-чуть подправить, вот так. Лучше я на свете сторож, лучше я на свете сторож. Лучше на свете сторож, тоже мне, ой, мешается. Ля-ля-ля-ля-ля. А куда ты катишься? Такой большой, а ты вкусный? Я очень вкусный кыстыбай на свете. Очень вкусный. И достанусь я такому щенку, который громче всех лает и быстрее всех бегает. А ты не знаешь такого щенка? Ну, так это я. Это я громче всех лаю. Я еще быстрее всех бегаю. А еще я стихи сочиняю. Рассказать? Даже стихи сочинил. Ну да. Я даже о таком щенке не мечтал. Ты имеешь полное право съесть меня. Да. Ну что ж, догоняй, если
Это лиса! Лиса! Ну давайте догоним лису. Отберем нашу мельницу. Отберем! Боюсь, не одолеть нам ее. Да. Ну как не одолеть? Нас же 4. Ты, я, Булат и дядюшка Малахай. Эй, дядюшка Малахай! А где Малахай? Ну вот, как всегда его нет, когда надо. Малахай! Пойдем к нему, четвером мы сила. Сила! Пойдем к нему! Малахай! Малахай! Ой, сколько у вас здесь много собралось. Ребята, а вы кота не видели? Что вам? Смотрите, как делают. Ярослав? Ярослав, вот такой рыжий бегал. Большой. Куда побежал? Куда побежал? Или он туда побежал? Куда побежал, что ли? Нет. Куда побежал? Туда или туда? Что я не знаю? Куда побежал? Малахай! Вот ведь паршивый кот, а? Вот бежит, что-то так. Малахай! Муа! Муа! Мяу! Скажите, какая жизнь у кота? Если по-настоящему кот главный начальник в доме и во дворе. А ну что в деле? Даже цыпленок, которому 7 дней от труду, спорит со мной, а хозяйка сметану прячет от меня. Но сейчас жизнь пойдет. Эй, мельница, давай сливок. А что? Что-то не так? Ну тогда блинов. Караул, не волшебная. Надо, наверное, ручку крутить. И сливок, уходи, успевая, мне чак-чака, давай. Иду. Эй, Малахай! Чего пришли? Обыскались мы тебя. Вот на лесу пойдем. Она мельницу украла. Ой, а это что? Не трожь, сказал. Вроде... Малахай, это же ручка от мельницы. Да. Ручка от мельницы. Знаете, я хотел идти Ялая на карауле сменить. Вижу, рыжий вдоль забора бежит. Лиса, а сама несет нашу мельницу. А я кричу: стой! Мы схватились с ней. Клочьями рыжая шерсть полетела, и я, и моя. Я без сознания упал. Проснулся, вижу в руках рукоятка. Это знаете, я у лисы без сознания отнял. Да. А где твои раны, Малахай? Ага, где? О, 4 боевые раны у меня. Вот тут. А еще глаз. Может, показать вам глаз? Нет, не надо. Нам торопиться надо. Лису догонят. Идемте скорее. Нисколько не можно ждать. Правильно, Ялай, Да. правильно. Да, Надо идемте. догнать лису. Ох, сейчас она не пройдет. Кажется, Малахай, мельницу-то далеко искать не надо. Ой! Действительно! Как она здесь оказалась? Ясно. Испугалась воровка.
что я доберусь до нее и подкинула мельницу. Ах, ну, держись, воровка у меня. Послушай, Малахай! И слушать не желаю, и слушать не желаю. 4 боевые раны, чуть глаз было не потерял, а вы упустили мельницу. Послушай! Давайте лучше мельницу проверим. Да, давайте проверим нашу мельницу. Давайте. О, ручка подходит к мельнице. В тютельку. Кто начнет? Ты, дядюшка Кикриков. Давай, проси первый. Можно Миря! Не знаю, Проси. чего и попросить. Все у меня есть. Ну а ты костовые попроси. Ничего не остается. Ага. Мельница, дай нам, пожалуйста, кустовую. Пожалуйста. Сломалась! Погоди, Не была она никогда волшебная, понятно? Костовые, пожалуйста. Как? Вот так вот сломали. Сломали? Мы Очень сломали хорошо. мельницу. Надо идти к летучей мыши. Так она-то все на свете секреты знает. Да. Идите. Пойдемте. Еще встретимся. Мы Ты пойдем. К тетушке Ярканат. Вот, пойдемте к тетушке Ярканат. Мы пойдем к летучей мыши. Она живет на чердаке старой ванне. Она живет скорее, к летучей мыши. Скорее. Еще встретимся. Мы все выше, 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 а ступенькам счета нет. Мы идем к летучей мыши, вызнать дедушки секрет. Ой, темнота какая, ничего не видно. Ой, холодно и страшно. Может, обратно пойдем? Да. Нет, идемте дальше. Дальше мы идем. Ой, так страшно. Слышала моя подружка, той ночью, как после первых петухов, в замке колхозного амбара ключ поворачивался. Ключ? Кто бы это мог быть? Сторож Лукман. Мешок тащил с мукой. А когда я вчера через овраг летела, на мосту двое стояли. И парень шептал девушке: я, говорю, тебе луну с неба достану. Значит, останемся мы скоро без луны. Здрасте. Кто там? Кто здесь? Какая-то тайна покоя не дает. Это ты, Джигит. Джигит ты, а Джигит. Только по лестницам подниматься уже трудно. Скажешь тоже. Я еще прадедов твоих знала, а мне вот любая лестница нипочем. Да, вот. Да, тетушка Ярканат, память у тебя отменная. А может, ты про моего прадеда по прозвищу Золотой Гребень помнишь? Да, золотой гребень. Как не помнить, как не помнить. Вся грудь была в желтых орденах. А гребень-то, гребень, что корона. Вот это был петух. А про его мельницу знаете? Наверное, эту? Да. Эту самую. Да, знатная мельница. Ну, если ты, паренек, рассчитываешь чего-нибудь вкусного у него выпросить, сливок там или костыбай, даже не думай. Вот так вот. Почему? И не думайте, сам золотой гребень запретил ей это делать. Зачем? А дело было так. Когда странник ушел,
Юмор захлопал в ладоши и сказал: эх, созовал же я сегодня гостей. А для начала решил немного подкрепиться. Он ведь дал старику единственную картофелину и со вчерашнего дня ничего не ел. Он попросил один костыбель, однако оказалось мало. Юмор попросил еще, а потом еще, а потом и третий, четвертый. Вот так и случилось, что Юмарт объелся костыбыями И умер. Да чуть-чуть не помер. да, спасибо золотому гребню. Целую неделю выхаживал, отварами поил. Да, Поднял-таки он его на ноги, поднял. Верно, деды-прадеды наши говорили. Нельзя, чтобы еда давалась легко. На один-то костыбый я всегда заработаю. Итак, он решил отдать мельницу петуху золотому гребню. Но и тот решил легко чужими руками жар загребать. И тоже хотел ее кому-нибудь отдать. ну она пропала. Пропала. О, нам на охоту пора. Пора. Уху! Уху! Интересная история. Все понятно. Идете? Да, идем. Вот, теперь-то мы все знаем про тебя, наша мельница. Да. Только успокаиваться рано. Вы многое совершили. Но самое страшное испытание у вас впереди. Что? Испытание? Какое? Какое? Испытание? Страшное! Ой, Так, мы всегда готовы к страшному испытанию. ага. Откуда опасность? От Малахая он угрожал. Да, он говорил, еще встретимся. Ой, что это? Ой, Кто это? ой. Малахай? Нет, тогда бы только один глаз светил. Ой, лиса! Лиса! Ну и мои хорошие, ой, мои прекрасные. Гляжу, и мельницу мою с собой принесли. Спасибо. А я сейчас и одному из вас голову откручу, а потом цап и другому, а потом цап и третьему. А где же четвертый? Ты сначала троим открути. Я кручу! Ура, делай меня! Я удержу лицо! Мы не сдаемся. Ох ты как! Ну, держись! Ох! Ну, держись, мой хороший! Малахай! Малахай, что с тобой? Нет, я умираю. Похороните меня среди одуванчиков. Как? Почему? Среди одуванчиков? У меня все кости переломаны. Мы тебя вылечим. Руки, ноги сломаны. Ноги винтами перевяжем, мышей наловим. Самые упитанные мыши
соседки Гайнема. Ага, сам тебе мышей наловлю, Малахай, не умирай. Сам тебе наловлю. Будешь лежать на боку и слушать волшебную мельницу. Не надо мне ваша волшебная мельница. Я в доме живу, телевизор смотрю. Вот так. А разве по телевизору покажут, как славный Малахай скакал верхом на лисе? А мельница-то все про всех знает. Знает. И расскажет, и споет. Там, где Африка, она. Да нет же ведь в Америке. А может быть в Японии? Да нет же, в Пляшеве родном. Мяу. А может быть на Кубе? А может и в Сибае? Крутится и вертится на сцене мельница, мельница, и песенку для нас поет. Мельница, мельница, крутится и вертится на сцене мельница, мельница, и песенку для нас поет. Мельница, мельница.